Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Надежда Саханская. 26-27 августа в Якутске состоится 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Печатный двор Якутии-2022». Здесь будут представлены лучшие издания из многих регионов страны и ближнего зарубежья. На ярмарке можно будет не только приобрести понравившееся издание, но и узнать новое об издательском деле. Сегодня у нас в гостях Константин Антипов, заместитель директора по развитию Российской книжной палаты ТАСС, член президиума общества русской словесности. Константин Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, что вы думаете о состоянии книжного рынка в России? Он есть. Книжный рынок в России он есть. Он будет до тех пор, пока в России читают книги, пока в России есть книжные магазины, библиотеки, пока есть университеты с их библиотеками. Книжный рынок есть. Другое дело, что он переживает сейчас не самый лучший свой период. Существует целый ряд проблем, связанных, в том числе и с проблемами, возникшими в полиграфии, с недостатком бумаги, с недостатком красок. Все это связано с санкционными мерами, предпринятыми в отношении нашей страны. Но спрос есть, а значит и будет предложение. К сожалению, это нужно пережить, и, к счастью, мы это переживем, я в этом уверен. Каким образом сейчас издатели узнают о потребностях читателей? Проводятся исследования или все делается на глазок? Вы знаете, книга-издательство – это искусство, по большому счету. Тут маркетинг очень специфичен, очень специфичен. В этой отрасли работают очень сильные профессионалы, и, может быть, именно поэтому на рынке не так много крупных издательств. Потому что это очень непростой и трудный бизнес, который требует особого отношения и к рынку, и к продукту, который вы производите. Конечно же, издатели следят за читательским спросом, мониторят свои продажи. То есть рынок живет ровно по тем законам, по каким живет и любой другой рынок. Другое дело, что читательские настроения и спрос на книгу – вещь настолько специфическая, что не всегда ты угадаешь эти тренды. Даже если исследования явно говорят о чем-то, это не всегда бывает правдой, потому что настроение общества, в том числе и его предпочтения в части книги, весьма и весьма эластично, скажем так. Скажем, вот мы переживали период пандемии, когда большинство из нас сидело по домам какой-то период времени, и в это время был спрос на совершенно определенную литературу. Закончилась пандемия, начались иные события, мгновенно растет спрос совершенно в неожиданном ракурсе, на совершенно иные участки читательского спроса возрастают. Так что, конечно же, маркетинг в книжном деле – это вещь существенная, и чутье издательское здесь первостепенно. В связи с этим можно сказать, что и значение книги в обществе остается на довольно-таки высоком уровне. Безусловно, можно говорить о том, что, вы знаете, вот сейчас последние несколько лет, даже не несколько лет, наверное, полтора десятка лет уже идет дискуссия о том, победит цифра или буква. В каком-то смысле можно говорить о победе цифры, но это победа Пирова, потому что цифра все-таки для книги – это инструмент распространения контента. Книга остается книгой во всех своих технологических и технических проявлениях. А если говорить о печатной книге, она не исчезнет никогда, хотя по двум причинам. Думающее человечество всегда будет бороться с цифровой амнезией, цифровой энтропией, то есть с разупорядочением информационного пространства, а книга – это единственный инструмент, который его может упорядочить. Это единственная технология воссоздания и передачи контента, который позволяет этот контент идентифицировать через индексацию, классификацию и систематизацию. Вот помните такую пословицу: у вас разложено все по полочкам, как в библиотеке. Вот это касается книги, вообще говоря, любой информации, поддающейся систематизации. И эти технологии существуют, существуют в книжном мире, они могут быть распространены и на цифровое пространство, кстати говоря. Это первая причина. И вторая причина – это борьба с цифровой амнезией. Представьте себе, если мы сейчас все оцифруем, и послезавтра не сможем прочесть свой вчерашний день. Нельзя переносить всю культуру, все человеческое знание, все наследие, накопленное человечеством, в цифру.
Потому что это очень ненадежно. Потому что единственная технология, созданная человечеством за долгие годы жизни в разумном мире, скажем так, в осознанном мире, в научном, культурном мире, это печатная технология. Она не требует переформатирования, она сохраняет контент в неизменном виде, и технологии хранения понятны. И по сути мы, говоря о печатной книге, имеем дело с машиной времени. Это способ передачи в неизменном виде накопленных знаний, культуры, науки из одного временного периода в другой, от одного поколения к другому. Вот две причины, по которым, благодаря которым книга печатная будет жить вечно. Но мы сейчас с вами говорим о книге не только как о объекте литературы. Да. Ведь литература бывает разная, и художественная, и научная, и профессиональная. Да. Скажите, а вот существуют же специально такие книги, которые совершенно не созданы для чтения, а только для продажи? Как это влияет на выживаемость книги в современном обществе? Ну, это влияет на выживаемость бизнеса, который этим занят. На выживаемость книги это, наверное, никак не влияет. Ну, то есть конъюнктура, она во все времена была и остается конъюнктурой. То есть это работа на сиюминутный спрос, есть работа на сиюминутный спрос. Это работа на сегодняшний день. Эту книгу можно сравнить с газетой. Это информация для сегодняшнего дня, для сегодняшних предпочтений, для сегодняшней конъюнктуры. Сегодня эта книга есть, завтра про нее забыли. Это часть рынка, безусловно, это часть рынка, но это не часть того пласта книжной культуры, который сохраняется во времени. Да? Вот, скажем, библиотеки тоже свои фонды обновляют, нет вечного хранения. Вернее, оно есть в Российской книжной палате, там хранится все, что издано за последние 100 с лишним лет, без всяких изъятий и купюр. Но если говорить о... это хранение необходимо для того, чтобы иметь возможность воспроизвести картину любого дня в течение того периода времени, когда мы накапливаем это наследие печатное. А если говорить о рынке, то, конечно, есть товары, которые мы называем книгами, тоже называем книгами, которые живут один день, 2 дня, год, неделю, вечность. Рынок и есть рынок. Есть однодневные товары, есть многодневные, есть вечные товары. Вот бывает так, что рынок попадает, так сказать, в десятку, создает нечто, что будет читать и следующее поколение, и поколение наших внуков и правнуков. Ну, если вы говорите, влияет ли, влияет, конечно, влияет с точки зрения поддержания экономики, бизнеса под названием издательский бизнес. Давайте тогда поговорим с вами о работе Российской книжной палаты, раз вы уж ее уже упомянули. Да. Уже перешагнула свой столетний юбилейный рубеж. Нам 105 лет, да. Будучи получателем обязательного экземпляра, Российская книжная палата – гарант сохранности печатной памяти нации. И вот, пройдя такой непростой путь преобразований, Российская книжная палата избрала для себя стратегию дальнейшего развития, открытость к новым идеям и доступность в реализации идей. Что это такое? Ну, это означает, что мы должны развивать свои технологии Российской книжной палаты в ногу со временем. И мы идем в ногу со временем, мы даже опережаем его. Мы работаем в том числе и с электронными изданиями. Мы сохраняем электронную память нации, можно так сказать. Мы пытаемся создавать продукты, создаем продукты, которые объединяют весь книжный мир, от автора и издателя до читателя книжных магазинов и библиотек. Мы создаем единое информационное пространство, открытое, содержащее в себе множество информационных продуктов и аналитики, которые полезны как рядовому читателю, конечному потребителю печатного слова и электронного слова, так и книжным магазинам, библиотечной системе, университетам, всем тем, кому нужен печатное слово. Скажите, а вот именно любовь к словесности должны прививать не только же филологи, наверное, и учителя русской литературы, которые начинают это дело еще с самого раннего возраста в школе? Или это все-таки дело человека сугубо индивидуальное? Кто-то хочет, тот занимается книгой, в смысле, что читает ее или продолжает свой путь где-то в литературе? Любовь к словесности, но это любовь к человеку, это любовь к самому себе.
Слово – это часть человека, слово – это способ смыслополагания, это способ творения смыслов, способ жизни, вообще говоря, способ выражения, самовыражения. Если человека не приучать к слову, не приучать к чтению, ну, конечно, это будет не совсем правильный человек, как мне кажется, если можно так выразиться. Человек, не способный жить в пространстве смыслов, сформулированных через слова, через художественные слова, научные слова, неважно. Да? Но это человек, потерявший себя как существо разумное, существо одушевленное, существо, устремленное в будущее, творение, не существо, а творение, скажем так. Человек это звучит гордо. Почему звучит это гордо? Да потому что это человек разумный, со свободной волей, со способностью познавать этот мир, преобразовывать этот мир, создавать новые смыслы. И в основе всех этих процессов слово, способ фиксации и передачи, вербальная коммуникация, видеокоммуникация, ну и наконец, самый древний, самый надежный, печатное слово. Без него представить себе даже человека будущего совершенно невозможно. Если человек откажется от печатного слова, он перестанет быть, в какой-то части перестанет быть человеком разумным. Как в таком случае сделать так, чтобы читателей стало больше? Нужно больше рожать. Нужно решать демографическую проблему и правильно воспитывать детей. Эта проблема решается вместе с целым рядом других проблем. Во-первых, нас должно быть больше, тогда будет больше читателей. Тот, кто разучился читать, ну, есть способы, наверное, привлечь внимание к книге, к печатному слову. Ну, достаточно сказать, что вокруг печатного слова развивается огромное количество других технологий. Вот достаточно привести пример очень простой. Если некий талантливый режиссер создает по некому классическому, давно забытому, например, с сегодняшним поколением 15-20-летних произведению, то буквально, если это видеоконтент создан удачно, скажем так, то буквально через месяц-полтора мы наблюдаем огромный всплеск спроса на печатную книгу. Люди требуют оригинал произведения. При этом структура спроса иногда поражает, так сказать, издателей. Это не всегда угадывается, но чаще всего это самая активная часть потребителей, это молодежь 20-25 лет. Иначе говоря, есть способы возвращать читателя к книге, но, наверное, так же, как бывает, люди забывают, что есть природа, есть чистый луг, есть лес, где растут грибы. Вот он бегает по пыльным переулкам столиц или крупных российских городов, суетится, и вдруг оказывается на солнечной полянке однажды, да, вдыхает свежий воздух полной грудью, видит яркое солнце, слышит, как щебечут птицы, и понимает, что жизнь состоит не только из тех форматов, в которых его загоняет цивилизация. Вот то же самое происходит и с книгой. Как только приоткрывается некая форточка в этот прекрасный, совершенно замечательный мир, очень богатый, насыщенный, неисчислимый в своих сокровищах и достижениях, вот он открывается однажды, может быть, даже через кинематограф, или через интернет, или через какой-нибудь сервис. Сейчас все больше и больше сервисов, которые, рекомендательные сервисы, так называемые, когда достаточно в доступной форме, не скажу в примитивной, но доступной, очень яркой, публицистической форме сами читатели рассказывают о тех книгах, которые вошли в их жизнь и оставили какой-то след. И это все происходит в электронной среде. То есть вокруг книги растут некие сервисы, которые наполняют нашу жизнь, делают ее интереснее, одновременно выполняют функцию проводника к книге, к первоисточнику. Благодарю вас, Константин Валерьевич, за очень интересную беседу. И я надеюсь, что многие после просмотра этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Я тоже очень надеюсь. Спасибо вам. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.